Хочу все-таки покончить с русской культурой в определенном смысле. Мы будем все время к ней возвращаться, это чувство. Вот смотри, тебе принадлежит известная цитата, я ее тоже много раз видел, что российская культура – это фейк. Вот объясни, почему российская культура – это фейк с твоей точки зрения. Ну, такое, это одна из интерпретаций этого. Да нет, это не фейк, это не совсем как бы, то есть это все там как бы, или да. имитация, вот это, да, это, понимаешь, это имитация. Вообще, на самом деле, я тут буду часто цитировать Андрея Зелинского, ну, не путать, понимаешь, да. Андрей Зелинский – это художник как бы и такой теоретик в очень больших смыслах. И мой большой друг вот последние годы, мы с ним очень тесно сотрудничаем. Понимаешь, как бы там это не фейк, это на самом деле это карго-культура. Ну, то есть это когда берется предмет, ну, скажем, вот что русские делают с бейсбольной битой и паяльником, понимаешь, да? Да. Ну, точно они в бейсбол играют и не паяют, понимаешь, да? То есть понятно, да? Это вот это признаки, ну, как внешние, первые признаки карго-культа, понимаешь, да? А что они делают там, скажем, там со всеми там своими там набором там великой, так сказать, русской литературы, понимаешь, да, как бы, ну что такое там война и мир, я знаю, что это людей очень травмирует, когда им говоришь, ну как бы такие вещи первый раз. Я-то об этом думал лет 30, там и с Мацанкой мы очень долго об этом разговаривали. Ну, это же пропагандистская подделка. Это очень талантливо написано, пропагандистская подделка. То есть, понимаешь, да, там в «Войне и мире» правда это только имя Наполеон, там, Александр там, и Кутузов. Понимаешь, все же остальное это ж фейк. А называется это как бы исторический роман. И в переводе, понимаешь, да, там какой-нибудь британский, там, американский, французский читатель, он читает за чистую монету, он приезжает и ищет потомков, там, Наташи Ростовой, Пьера Безухова, понимаешь, да? А это, это Гарри Поттеры. Ну, их не было никогда. Понимаешь, ну, и что говорить об этом, если там, ну, скажем, Александр Невский, ну, его же не существует, да? То есть в Ялте стоит кафедральный собор Александра Невского, которого никогда не было. Но что самое интересное, что моя вот подружка там из Москвы, ну, моя знакомая из Москвы, то есть она хороший куратор, и все, и когда я говорю, что, ну, понимаешь, ну, что можно сказать, когда вот так? Она говорит, как, а разве остальное не так? Я говорю, нет, понимаешь, у нас в Лавре лежат вот святые, да, у которых было свидетельство о рождении, трудовая книжка и свидетельство о смерти, понимаешь, да? Это, ну, то есть... Вот сейчас произошла такая, я выбачаюсь, что отвлекаю, да, как бы там вот Трамп там сказал про Санта-Клауса, знаешь, все, и вдруг до меня доперло одна такая страшная штука. Дед Мороз это же как бы русский, советский, сталинский фейк. Ну, это как бы взят персонаж там. Бабай, да. А Санта-Клаус-то он существует. Ну, я же верующий православный человек, я знаю, что если ты к Святому Николаю обратишься, то он тебе поможет. И подарки детям. То есть, понимаешь, 80% наверняка вот этих верующих американцев, да, они сами верят в Санта-Клауса, не в какого-то Деда Мороза, который принес что-то под елку. Они верят в то, что он помолился, и его ребенку это досталось. Окей.